В 2020 году случился еще такой интересный, парадоксальный, можно сказать, исторический процесс, как внезапное расширение, усиление Турции, расширение ее влияния в регионе. Ну, мы знаем, что Турция и в Сирии принимала участие в боевых действиях, вообще в политическом урегулировании. Турция затем вторглась в Ливию. Там какие-то у нее студии сейчас. И мы наблюдали все совсем недавно азербайджано-армянскую войну, в коей Армения потерпела поражение, а Азербайджан победил с помощью Турции. То есть вот так внезапно Турция во все стороны, будем говорить, рванула. Вот это событие представляется вам историческим в 2020 году? И какие последствия оно может иметь? Ну, это событие, несомненно, значимое. Но есть у меня ощущение, что перед нами очередной боевой хомячок. Так обычно называют страну, которую раскачивают те, кто почему-либо не желает воевать открыто. Ну, в нашей истории самый знаменитый боевой хомячок – это Япония на рубеже 19-20 веков. То есть, конечно, японцы сами приложили совершенно невероятные усилия для того, чтобы, выйдя из почти трехвековой самоизоляции, нарастить себе силы. Но им в этом очень охотно помогали. Когда Англия, чье экономическое могущество всецело опирается на военно-морской флот, не просто строит корабли по японским заказам, но еще и предоставляет Японии колоссальные кредиты на создание флота. И английские военные специалисты обучают британский флот. Это показывает, что дело тут не только в собственном японском энтузиазме, есть и другие экономическом факторы. чуде. Да. Так вот, по-моему, сейчас создается очередной боевой хомячок, и опять же против нас. Турция сейчас, те же Соединенные Государства Америки позволяют многое, чего, в общем-то, стараются никому не позволять. И то, что американцы провозгласили большие санкции против Турции за то, что та купила наши ракеты С-400, ну, санкции эти касаются в основном тех сфер деятельности, где американцы все равно не очень хотели с Турцией сотрудничать. Ну, то есть им это, конечно, удобно, но от прекращения этого сотрудничества не разорятся ни американцы, ни турки. И, в общем, я, конечно, не ручаюсь, но очень похоже, что Турцию раскручивают и раскачивают именно в надежде как-то напакостить. Ну и если это мое предположение подтвердится, то это значит, что нас в новом году ждут очень большие драки в непосредственной близости от наших границ. Я думаю, что
новым витком армяно-азербайджанского конфликта не ограничится. Скорее всего, придумают что-нибудь еще. Поясните, какие это варианты могут быть? Ну, сейчас Эрдоган совершенно открытым текстом обещает взять под полный свой контроль Азербайджан. Тот же Эрдоган немало рассказывал о едином тюркском народе в целом, учитывая, что у нас тюрки – это второй по численности этнос после русских. Ну, понятно, там можно насчитывать разные подразделения. Скажем, русские традиционно делятся на великороссов, малороссов и белороссов. Тюрки насчитывают в одной России чуть ли не десяток названий. Самые известные татары и башкиры, но есть и множество других. Но вы знаете, насколько я могу судить, тюркский язык – это до сих пор практически единый язык с небольшими диалектными различиями. Так же, как есть мало- и белорусский диалекты русского языка, также есть диалекты тюркского. Ну, для меня критерий отличия языка от диалекта – это разница в синтаксисе. Так вот, так же, как мало- и белорусский остаются в пределах русского синтаксиса, также и все варианты тюркского языка, бытующие не только в Российской Федерации, но и во всей России, включая Среднюю Азию. Вы включаете Среднюю Азию в Россию, я просто... Ну, для меня Россия – это то, что на протяжении большей части моей жизни называлось Советский Союз. Вот, так вот, поскольку... Так вот, все это фактически единый язык с небольшими диалектными различиями, и взаимопониманию эти различия никоим образом не препятствуют. Так вот, если Турция предъявляет свои претензии на всех тюрков, это значит, что она претендует на колоссальную часть территорий и России в целом, и Российской Федерации в частности. И понятно, что потрясений от этих претензий будет очень много. Ну, а сколько это может продолжаться? Боевой хомячок, он хорош до первого поражения. Как только что-то у него пойдет не так, он сдувается практически мгновенно. Кстати, та же Япония, ну, у нее, конечно, главные интересы лежали не в России, а в Китае. Но когда она в Китае забуксовала, у нее начались сразу же колоссальные проблемы. А когда на нее надавили американцы, устроив ей эмбарго по нефти и нефтепродуктам, не потому что американцы почему-то не любили именно японцев, англосаксы, слава богу, в равной степени ненавидят и презирают весь остальной мир. Просто
американцы сами нуждались в китайском рынке. Так вот, как только американцы прекратили экспорт нефти и нефтепродуктов в Японию, японцы тут же оказались вынуждены пойти на совершенно катастрофическую авантюру, прекрасно понимая, что это авантюра и что у них все висит на волоске, но другого выхода у них уже не было. Так вот, я не знаю, чем именно мы надавим на Эрдогана. Скорее всего, проблем с импортом помидоров и ограничением приезда турецких строителей не хватит, но, скажем так, как только станет ясно, что он действительно вознамерился нам всерьез помешать, мы на него нажмем. И что характерно, что англосаксы за своего боевого хомячка не вступят.